испытываю колоссальный стресс. У нас некому работать. У нас те, кто приходят, очень слабые и не задерживаются. Мне такие люди не нужны. Ну, вы знаете, как столица — это кузница кадров якутской журналистики. Нам сегодня в этом году исполняется 35 лет, Киркоров где-то испания 25 лет. В этом году отмечаем большой юбилей. Будем широко отмечать, приглашаем, конечно, всех, абсолютно всех. Приходите. Будет теплая ламповая встреча старых друзей, скажем так. Вот, но сейчас не об этом. О кадрах. Все плохо, ребята, реально плохо. Я сам выпускник, да, отделения журналистики, я сам прекрасно помню, сколько нас выпускалось, сколько сейчас объективно работает в журналистике. Трое. Ну это даже на больших факультетах журналистики такая цифра, да. Там около 20% идут журналисты. Двое в республике, один за пределами Якутии живет, и боль такой. Сейчас вот звоню Олегу Валерьевичу, говорю, здравствуйте, есть какие-нибудь звездочки? Он говорит, ну трое есть. Да. Всегда есть. Но, говорит, забронировано. Я говорю, расскажи мне. Я говорю, я его перехантию сейчас это самое. Он говорит, нет, я обещал не выдавать их. Мы, короче, еще поговорим о людей. Вот. И вот это вот прям боль для меня. Я не знаю, откуда этих людей брать. У меня сегодня 4 вакансии открыты. Это много. Я говорю, надо готовить. Да. Я вижу здесь две проблемы. Это первое, естественно, это престиж профессии. Люди бы, молодые бы пошли бы в журналистику, если бы это было супер престижно, да? Но, к сожалению, сегодня престижнее быть блогером, инфлюенсером каким-то, чем журналистом. Вторая причина денежная. Я понимаю, что хороший журналист должен быть голодным, злым, но сейчас времена другие, да? Еда дорожает, и женщины становятся, если журналист мужчина, их содержание очень дорогое, и это мужчина. Да, и поэтому я вот абсолютно согласен, что нужны комплексные подходы, во-первых, к поднятию престижа самой профессии журналиста, да, отрасли журналистики. Очень много, конечно, ограничений сейчас в нашей среде, душат нашего брата. Нету той свободы былой, которая была в 90-х, в начале 2000-х, ладно, там, в середине 2000-х, да? Страшно сейчас многим журналистам. Сейчас слово «скажи», тебя за это слово подтянут, а потом еще и в тюрьму посадят. Так это ужасно же. Корону дают. Да. Потом посмотрите, а как раскалябила нас эта пандемия. У меня журналисты перестали приходить в редакцию, они сейчас удаленно все работают. Ну ладно, я как работодатель требую только результат, как они его добиваются, это меня меньше всего волнует. Вот. Но, тем не менее, я убежден, что нужно проводить профориентационную работу с молодежью. Очень нужно проводить. И правильно говорят, что нужно возрождать пресс-клубы, вот эти вот школьные олимпиады и так далее. Зарождать интерес вот оттуда, с детства. Да, и проводить вот эти вот замечательные фестивали. Молодая пресса была. Я 2 раза на них бывал, и я испытываю... Кто там был организатор, я не помню. Яна была. Министерство, наверное, молодежи. Министерство молодежи, да. Да. Молодежь Якутии принимали участие. Да, и это были классные времена. Мы там общались с аксакалами якутской журналистики, набирались от них каких-то мудростей, житейских, журналистских, вот таких мудростей, да. Аристокисян мне до сих пор в памяти, да, этот человек, Гарун Иванович, который, вложил в меня очень много мудрости. Побольше, чем Олег Валерьевич Якимов, к сожалению, да, усопший. Я вот хочу, чтобы это возрождалось, вернулось. Как этого достичь, не знаю. Как начинал молодежь Якутии еще. Возможно, этим должна заняться отраслевое министерство, хотя бы как-то посодействовать, что ли, не знаю. Вообще к министерству очень много вопросов. Очень много вопросов. Я
Леша, давай их потом задашь. А? Не, я сюда пришел говорить, дайте мне сказать. Я сюда пришел говорить. Я заходил к Анатолию Скаловичу, будучи, когда он был министром. Я ему плюс-минус эти же вопросы обозначивал еще, когда пандемия была, когда санкции ударили, я говорил о том, как нам работать с ПО иностранным, например, да, когда у нас заберут лицензии, будут ли нас кошмарить и так далее. Ну, это ладно, в частности, я говорил о зарплатах журналистов. Почему, ну вот сегодня озвучивают зарплату 45 тысяч рублей на руки? Подтверждаю, у нас еще хуже. Я плачу, по документам на руки 38 тысяч рублей. Но поскольку у нас МРОД 42 тысячи рублей, я обязан, как руководитель, докидывать до МРОДа. Ну и, соответственно, я еще там разные стимулирующие меры принимаю. И стараюсь всегда журналиста рублем поддержать. Но, к сожалению, бюджет не резиновый. Мы тоже стараемся какой-то хозрасчет делать и тоже премии и так далее, и так далее. Но это вечно продолжаться не может. Но если уж мы приравнены к работникам культуры, давайте хотя бы журналистам будем платить зарплату, как библиотекарю, например, да? Да. Библиотекарь получает 65-70 тысяч рублей, условно. Да? Хотя бы, пусть это будет нижняя планка. Вот. И это все решаемо на самом деле. Если мы квалификационные уровни подтянем на уровне штатных расписаний, квалификационные уровни всего лишь надо приравнять к работникам культуры. Это делается очень просто. Я это Анатолию Соколовичу говорил, к сожалению, начиналась работа, но к счастью, Анатолия Соколовича повысили, и может быть сейчас будет еще больше рычагов, чтобы эту тему продвигать. Поэтому тут даже столько не работа госсобрания или УТМ, а тут просто внутриаппаратная работа должна внутри отрасли произойти. Вот. Очень много хотел сказать на самом деле сегодня про журналистику, про ее успехи и неудачи. Но поскольку очень хочется есть, наверняка не мне одному, буду закругляться. Спасибо большое.